збору творів, сборника стихов, вершев ведомого, знакомитого, слынного, известного, даже, как говорила моя бывшая супруга, формообразующего поэта современности Беларуси не только. И большое спасибо, я очень горд, и неожиданно, что мне приходится вот такой эпиграф подводить. Дмитрия Строцева, Свитера Строцева, які має назву «Беларусь опрокинута». Это очень точное и четкое название, потому что то, что происходит последние даже не 4 месяца, а значно больше, в космичном плане. А то, что тычется в эту году, это, лишь из красовика, с апреля, с мая месяца, нас всех пытаются опрокинуть. Представляете? Как я понимаю, этот пока виртуальный сборник, его нет на бумаге, ён адсутнічае на паперы, але ён есть у паветры, он есть в воздухе, он есть не только в воздухе города Минска или Барановича или Гродно, он есть в тем самым спертым поветре, в спертом воздухе тех мест, о которых мы узнали, или кто-то делал вид, что не знает, а теперь многие из нас узнали на собственной шкуре тех мест в прекрасных городах Гродно, Жодино, Борисове, Могилеве, Слуцке, не говоря уже о перекрестке имени героя летчика Бориса Окрестина. Потому что эти стихи и эти образы, они тоже оттуда. И так отрымалось, а так получилось, что мы все в певном сенсе сокамерники. И когда происходит то, что тебя лишают воли только за то, что ты артист, что ты музыкант, что ты художник, что ты поэт, Беларусь опрокинута. Конечно, приходят на память слова Владимира Семеновича Высоцкого: «Нож в него, но счастлив он висеть на острие, зарезанный за то, что был опасен». Значит, музыканты, поэты, артисты, писатели, спортсмены, гуманитарии стали опасными для этой власти в этом мире. Это вселяет надежду. Это вселяет надежду в то, что Беларусь, которая сейчас опрокинута, понимаете, мы встанем с ринга и нанесем сокрушающий удар. Уж простите за такие аналогии, я немножко волнуюсь. Дима попросил, чтобы я соспевал песен. Аккурат завчора був місяць з годовини, місяць з моменту забиття одного з героїв гэтага года. Я той самий, я такий самий, затюканий марно, крок улево, крок управо. Мене так само полохають стріли, полохають вибухи, чорні шереги, дикані у двор мой. Прийшли за автоматом, маті, пробач, я скажи, я вихожу. Я той самий, я такий самий, затюканий марно. Днем горячий, есть те приведшие, есть те согреться на теплой вече. Ты вломись в хату, я наладился чей, поплавайся кера, я выхожу. Ради Малфиру, любил удачу, родила сынов, народила. Ходять дочки, не родять забили.
той самий з екрану, з муралом, забитий, застрелений, закатований, чиє життя втоптали в гной. Я назавсёды буду с тобой, я буду с тобой, коли возьмешь ты чарку. Я буду с тобою у ложку с каханки, я в промнях солнца, я в кроплях дождю. Я буду с тобой, коли скажешь, я выхожу. Родила дачу, родила сынов, родила жиру, де вбило пару, де ходять з дачки, і народять забили сина ходить. Ми виходим ходить, ми виходим ходить, ми виходим ходить, виходим ходить, ми виходим ходить, виходим ходить, виходим ходить, виходим ходить, ми виходим. Ну і каб не було так сумно, ще одна пісня, але пісня 10-гадової даўніны, і у яе акурат праз 5 дзён 4 будзе 10-гадовы юбілей. Сумная, конечно, дата, але... Радіо не ловлять локатори, шкло не б'ють провокатори, ніхто не штурмує дом раду альбо універ, ніхто нікого не тягне за каўнер. Панує тиша, зоры на небе, светлофору выше. Як люди кажуть, лахи под пахи, закусывая снегом, снайпер на даху. В проспектах уже не рынуть кругих кареты, уже не гостают по дворам, оперативные наоборот. Тише, и за горизонтом и значно ближе пара люков канализацийных уздымается выше. Червоные лужи на улет, хлеб ровным белым, стыне гумовый смурод, стыне город сирелый, стыне постылый страх, простылое стыне молчание, стыне у застылых в очах, зніч развітання. Тишиня на голди навоколо, ані вздиху, ні подиху, подихать нечим у космічній пустечі. Панує тиша, зори на небі усіх владов вище, ані холоду, ані страху не відчуває снайпер на даху. Снайпер на даху. Ну, а теперь прямо час запросить сюда Дмитрия Строцева. Пожалуйста.
друзьям, которые откликнулись на мою просьбу и организовали эти чтения. Спасибо, корпус, спасибо, Пен. Привет родной Комаровке и привет всем людям доброй воли. Верим, можем, вероможем. Я прочитаю стихи из серии «Беларусь опрокинута». Она появилась с начала протестов и продолжается. То есть эта серия не закончена, но у меня возникла потребность впервые, в первую очередь для самого себя, вслух прочитать все написанное подряд. Поэтому я буду просто читать одно стихотворение за другим, называть даты и не буду комментировать. Всем, кто захочет задать вопросы, предлагаю писать эти вопросы в мероприятии, и затем мне эти вопросы друзья передадут, и я постараюсь на них ответить. Беларусь опрокинута. Белорусская медитация. Терпение. Время работает на нас. Единый ритм страны. Вдох, выдох. Вдох, выдох. С драконом говорить нельзя на языке насилия, на его языке. Только психиатр. Не убивать. Только долгая жизнь на ферме, на свиноферме, где цмок у себя как дома. Говорить с людьми, с чиновниками, с военными, с врачами, с людьми, говорить между собой, искать общий язык, новый, с доверием и надеждой, с любовью, дышать полной грудью, одной грудью, всей страной. Вдох-выдох, вдох-выдох. Время работает на нас. Терпение. 5 июня. В Минске кровь. Велосипедист-эпилептик ворвался в автозак. Откуда его бережно вынесли на руках солдаты внутренних войск и передали подоспевшим врачам скорой помощи. 8 августа. Память Александра Троекурского. Не Майдан, без щитов и касок, без страха, живые мишени в тире АГЛ. Мы с женой не революционеры, беспартийные и безоружные. В нашем доме поселился дракон, бронированный и плотоядный. Больше всего он любит наших детей. Они уже избиты, как китайская собака, и освежеваны. Мы дико устали их прятать. У нас больше нет потайных углов. Что нам делать, миролюбцы, драконофилы? 13 августа. Женщины в белом. Ева, ты
уже победила. Пусть в одной отдельно взятой стране. 13 августа. Погоди обнимать ОМОНовца, белорусская дева. Так ли еврейская хава обнимала сапог эсэсовца? 14 августа. Я так не люблю эту площадь, этот шедевр Лангбарда, пропитанный рабским потом блеющего начальства, влекомого на закланье на алтаре Госплана. Не надо ходить на площадь, мимо пройди Лангбарда, в красный кирпич костела Симона и Олега. 15 августа. Иерархи, изнасилованные милицейской дубинкой до разрыва матки на таком семейном синодальном фото из Окрестина. Иерархи, смиренно укрывающие черные гематомы, влющиеся шелка праздничных облачений, тихо сложившие перебитые кисти рук на коленях, единой глоткой, куда заколочена по рукоять милицейская дубинка, отечески возвещаете нам, телу Христову, церкви, алчущей и жаждущей правды: покоритесь извергу и прекратите рыпаться, чада. Вы не понимаете, что делаете. Мы, иерархи, в тонком сне и келейной молитве видели яйца дракона, а это невероятно красиво. Это ярче, чем свет, это крепче, чем смысл, это чище, чем совесть, это выше, чем Бог. И это уж точно намного дороже, чем боль. Мы, тело Христово, церковь плачущая и безутешная, отвечаем: вы потеряли голос и утратили облик. Мы вас больше не слышим, не видим, не знаем. Иерархи. 19 августа. Как удивительно все же привести на площадь подругу. Утром главный вояка страны возопил: пусть будет геноцид своего народа. Сначала солдаты выстрелят вверх, а потом откроют огонь на поражение. Взявшись за руки, пройти по проспекту, как в последний раз, и вдруг на площади задышать свободно. Ключи у соседей, у собаки вода и запас сухарей на сутки. Пройти через двор, где беспечная падает тень, выйти на улицу, где святая бредет повседневность. Может, эти двое из всех движутся в наше безумие на расстрел. Еще ничего не поздно. Тошнота, паническая атака. Конечно, ты можешь всегда повернуть назад. Глаза и глаза и глаза. Шефу все пропало, мы победим. Шефу все пропало, мы победим. Кто и когда превращает первобытный животный страх в свободу и счастье? Кто эти 20 человек, что так раздражают диктатора? Почему от них рябит в глазах? Эвакуация Лукашенко из дворца началась прямо в эти минуты.
Лукашенко покидает дворец прямо в эти секунды. Нет, дракон опять возвращается с автоматом в клешне. Шефу все пропало, мы победим. Мы дико устали, мы победим. 23 августа. Народ идет сквозь море. Душная, как кровь стена, расступается и расступается. Фараон, колесницы его на хвосте. Священники кучно толкуют на берегу, соглашаются. Молодежь, малые блудные чада помыкаются, помаются на чужбине, поворотят домой, в Египет. 25 августа. Мы как? Мы держимся. В стране двоевластия по-белорусски. Когда собираются 300 тысяч белорусов, власть народа. Когда расходимся по домам, власть президента ОМОНа. 27 августа. Белорусы 3 дня вынимали из бедер, грудей, щек осколки чешских гранат, польские пули. Европейцы, это все, что от вас ждать. 29 августа. Плачь, сердце, плачь. К университету подкатили автобусы без номеров. Из автобусов вывалили гопники без лиц. Короче, мы не будем снимать маски, ничего не будем объяснять и не будем циркаться с вами, профессоры кислых щей. Мы пришли за детьми. Мы будем винтить и ломать студентов в университетских аудиториях и коридорах. Это наш шанс телесно, потно, кроваво прикоснуться к высшему образованию. Плачь, сердце, плачь. 4 сентября. Ирине Катюковой. В Минском дворе рок. Мы ждем перемен. В Минском дворе крик. Мама, беги, ОМОН. 6 сентября. Совет Европы. Привет, БИМ. Привет, Бог. Остальное не по телефону, БИМ. Я понимаю, Бог, это война. Президент Лукашенко оказался крепким орешком, БИМ. Вы уже пишете диссертацию о смеховой культуре белорусских протестов. Никаких санкций, бум. Самоадекватность и легитимность, БИМ. 5 сентября. Так побеждаем. Победа складывается из едва различимых гомеопатических жестов. Как собираются минские 100-тысячные марши из дворовых капель, уличных ручейков в людской океан. 10 сентября. Немига партизанская. Не просто разбудить белорусского партизана, не просто. После Гитлера
никому не удавалось. Нет на него никаких заклинаний. И вот удалось одному абьюзеру из Дроздов. Как непросто разбудить партизана, непросто. А назад усыпить просто невозможно. Как невозможно джина затолкать назад в бутылку. Нету на него никаких заклинаний. 12 сентября. Песня. Видишь ангела над рекой, милость его мышца, полдень его лицо. Это река, твой народ. Милость его мышца, полдень его лицо. Веришь в себя ангелу, крепок и тих, как днем он, светил и быстро, как небо. Видишь ангела над рекой. 16 сентября. Хор моего народа. Это не массовое мероприятие, не санкционированное, мольбы и стоны истязаемых НКВДшной шпаной, КГБшной и МВДшной мразью, в пыточных РУВД и тюрем. Это не массовое мероприятие, предсмертные хрипы, повешенных в лесопарках, закопанных заживо, гопотой из ОМОНа. Это не массовое мероприятие, это разорванная матка моей страны, хор родовой травмы моего народа. 10-18 сентября. Новая Гаврилиада. Была Гаврила на арене, на женском форуме была. Была Гаврила на арене, не для политики была. Была Гаврила на арене, как на акафисте была. Была Гаврила на арене, а в автозаке не была. 20 сентября. Беларусь опрокинута пробегающим взводом. По земле растекается кровь. 24 сентября. Ночью стонала земля, в город вползала броня, чтобы уже белый день голых утюжить людей. Это в кошмаре другом пятится ржавый дракон, давят его чугуны, детское темя земли. 27 сентября. Серебрянка. Вечер прошел благополучно. Это в новых условиях главное. Прочитали мы с Колей, потом пел Олесь на белорусском. Все происходило в жилом микрорайоне, в зеленой котловине между высотками. От Таниного комбика эхо гуляло, как в горах. Аня говорит: у тебя за спиной маячили тихари, звонили. А я видел только лица и лица перед собой, и людей становилось все больше и больше. Потом подходили, благодарили, были знакомые, кто живет рядом. После чтения и пения пили чай при фонариках, в духе первых христиан, в союзе любви, только не в катакомбах и на кладбищах, у себя во дворах, на прудах и в парках, потому что мы целый народ, и это наш город. 1 октября. Боже, Твой народ стоит во дворах. Мы шли через город. Термосы с чаем и кофе на теннисных столах. Вечером мы шли через город. Твой народ мы вдруг узнавали
в этих тенистых дворах и чуть не кричали «Живе!». Мы шли по дворам через город, тоже нас узнавали, нам тоже везде отвечали «Живе!», и прысмаки не скончились на столах. Мы счастливо шли через город, твой народ до ночи стоит во дворах. Боже. 2 октября. Чудо. Выходили из дома, растекались по улицам водой, воду били, колотили, заливали водой, вода прибывала, недобитые, недомытые, сквозь игольное ушко перелитые, возвращались домой. Те, кто были вчера водой, сегодня уже вином. 5 октября. Немолодая гвардия. После 9-го, кровавого воскресенья, когда маслины и оливки – это новая лексика, космонавты и щитоносцы – это новая лексика, белорусский ОМОН и Росгвардия – это новая реальность. Внезапно их стало вдвое больше. Свои отморозки и свежий братский резерв зачищали 100-тысячный марш на Кальварии, обливали из 2 или 3 водометов, засыпали гранатами и пулями, добивали прикладами и дубинками, когда им уже показалось, когда им опять показалось, что у них получилось. В понедельник на улице вышел народный резерв. Прокатились волной по проспекту, седовласой, вольной, кружевной, в рукопашной отбили студентов и медиков. Это новая лексика. И новая гвардия немолодая, старики ненаглядные, пенсионеры, герои. Живе, Беларусь, вечно. 14 октября. Строцев, ты почему еще на свободе? Спрашивает меня. Как? Ну, я стараюсь. Ты не белорус, Строцев. Знаешь почему? Ну, тут старайся, не старайся, жалко. Если не сидел, еще не белорус, вот почему. А ты-то как? Спрашиваю. Людей. Но я подбодрить хотел. Огорчился внутренний голос. Ты-то меня знаешь. Как жалко людей. 17 октября. Минское море на Партизанском. Саше и Андрею Строцеву. Это Минское море обронил со смехом, проходя по мосту, а внизу закипало вино. Это Минское море хохочет и гневается, ударяется эхом в дома, а кругом разливалось вино. Хохочет и гневается, и смывает волной оливки с маслинами. Это Минское море обронил, проходя по мосту, Михаил, а кругом хохотало вино. 20 октября. Стихи в стакане. На стенках стакана в автозаке иероглифы пальцами. Алоречивый как ногтевая, расцарапанная адопись на стенах газовых камер Освенцима. 23 октября. Хлеб. Сергею Московскому. Я видел подушку из хлеба в пыточной на Окрестина. Что еще сказать о чудовищах, убивающих тело? Боже, посети истязаемых, скорченных на бетонной постели, положивших под голову хлеб причастия.
7 ноября. За спичками. Отправляясь за спичками, выходя из дома по всякой нужде, одевайся хорошенько, собирайся как на 10-15 суток. Никогда не знаешь, где захватит клешня террора. Недреманное око усмотрит тебя везде. 13 ноября. Пчелы уверены, говорил Толстой, что они для себя собирают мед, а на деле они опыляют сад. Белорусы думают, говорит Христос, что они собирают свой край, а на деле с собой исцеляют мир. 13 ноября. Вся одержимость террором, все беснование большевизма, из пор, из ноздрей, из ушей белорусов выходит как гной и входит в свиней из замона, в откормленных нами скотов. Останься, вопите Христу, и стой между нами, а стадо пусть катится в бездну. 15 ноября. Это самое счастливое время всей моей жизни, говорит. Это как жизнь после смерти, сама жизнь вместо смерти. Это невозможно объяснить, и не надо. Невозможно было предугадать, и невозможно не признать мгновенно. Это идешь среди мертвых домов, и вдруг воскрешение мертвых, а вокруг воскрешение мертвых. Люди вокруг выходят из мертвых домов, восстают из гробов и выходят. Изумленные толпы выходят, и сонмы живых. Они хохочут и плачут, и поют, и танцуют, как бессмертные. Как на мертвых кустах распускаются почки, как пространство купается в облаке алых и белых цветов, как пчелы гудят и хмелеют в тяжелой и пьяной пыльце. Как они любят друг друга, как никто никогда в моей жизни, говорит. 21 ноября. (23:34). Чем больше проходит времени, тем лучше я понимаю, нет, я не вышел на свободу, я вышел на прогулку. 25 ноября. Школьники Наста и Мирка. 8-летний Юлик, мой будущий папа, и 9-летний Толик, его старший брат, забирали пленных солдат из окна средней школы на оккупированной территории в украинском селе. Тех, кто решился на побег с пешего этапа в нацистскую Германию, уводили по окопам на школьном дворе, переодевали в гражданку, а форму топили в нужнике. Дети войны, дети не вызывают подозрений. 8-летняя Наста, ее папа на окрестине, и 9-летний Мира, старшая сестричка в Жодино, направляют колонну под окном средней школы во дворах одного из микрорайонов белорусской столицы. Тем, кто решился выйти на протестные марши в оккупированном Минске, сообщают об автозаках, о засадах тихарей и ОМОНа, помогают уйти от облавы школьники Наста и Мира. Дети войны,
дети не внушают опасений. 11 декабря. Ну вот, собственно, пока это все, что я хотел прочитать из серии «Беларусь опрокинута». Некоторые вещи еще не дописаны, и некоторые, я надеюсь, еще не написаны. Сейчас я хочу позвать сюда Андрея Ходановича и попросить его прочитать несколько переводов на белорусский из серии «Беларусь опрокинута». Андрей, ты меня слышишь? Да, конечно. Выходи, пожалуйста. Дякую тебе, Дима, за все, что ты робишь у самые темные часы, здараются, самые тревожные часы, здараются добрые новины. Их у нас не так мало и шмат, что гартуе нас, выкликае надеи. И тое, что піша, тое, что робіць Дима Строцаў сярод гэтага, мне здаецца, што гэта вельмі важныя тэксты. Я не буду пра іх тэарэтызаваць, любыя развагі меншыя за паэзію. Та паэзія, якая як бы скінула знешнія прыкметы мастацкасці і зрабілася яшчэ больш сапраўднай, блізкай, патрэбнай тут і цяпер канкрэтным людям. Это такое сабе паэтычнае нон-фікшн, якое ёсць адной з формы найновейшей нашей истории этих месяцев. Я прочитаю несколько текстов, именных по-белоруску. Так перамагаем. Перамога складаецца з ледзьве прыкметных, гомеопатычных жестов, як збіраюцца менскія 100-тысячныя маршы з дваровых кропель, вулічных ручаінак у людскі океан. Не міга партызанская. Не просто обудить белорусского партызана, не просто. Пасля Гітлера нікому не удавалось. Няма на яго ніякіх заклёнаў. Ды вось удалося аднаму аб'юзеру з Дроздоў. Як непросто обудить партызана, непросто. А назад усыпіць просто немагчыма. Як немагчыма джина запхнуць назад у бутэльку. Няма на яго ніякіх заклёнаў. По запалке. Собравшийся по запалке, выходячы з дома, па ўсякай патрэбе, апранайся, як належыць. Збірайся нібы на 10-15 сотняў. Ніколі не ведаеш, дзе захопіць клюшня тэрору. Нядрэмнае вока пільнуе цябе паўсюль. Пчолы упэўненыя, казаў Толстой, што яны для сябе збіраюць мёд, а насамрэч яны апыляюць сад. Беларусы думаюць, кажа Христос, што яны збіраюць свой край, а насамрэч сабою загойваюць свет. Гэта самы шчаслівы час за ўсё жыццё маё, кажа. Гэта як жыццё пасля смерці, само жыццё замест смерці. Гэта вытлумачыць немагчыма і не трэба. Немагчыма было прадказаць і не прызнаць немагчыма імгненна. Гэта ідзеш сярод мёртвых дамоў, а тут у воскресенне мёртвых. Вакол у воскресенне мёртвых. Людзі навокал выходзяць з мёртвых дамоў, паўстаюць з магіл і выходзяць
уздзіўленнем натоўпам выходзіць і многае мноства жывых. Яны смяюцца і плачуць, спяваюць і танчаць, як несмяротныя, нібы пупышкі на мёртвых кустах распускаюцца, нібы прастора купаецца ў воблаку белых, чырвоных і белых кветак, нібы пчолы гудуць і п'янеюць у цяжкім і хмельным пылку. Як яны любяць адно аднаго, як ніколі ніхто у жыцці маім, кажа. Дмітрый Строцев, 5 фрагментаў. Насамрэч іх па-беларуску трохі болей і спадзяюся, што неўзабаве праект не скончаны, не замкнёны, як казаў аўтар, але ён будзе мець і беларускую версію, хай ад перакладчыка будзе такая карысць. А зараз для Дзімы усіх нас тэкст, які ходзіць па тых жа матывах, па якіх Дзімін фрагмент, з якога я пачынаў, тэкст, які з сярэдзіны жніўня называецца «На беразе волі». Ганаруся тым, што свабодны хор спявае гэты верш, гэты тэкст, я его просто прачытаю. Лето на беразе волі, да ранку немного. Стужачка сонца, а потым яшчэ, яшчэ. Воля не ловіцца ў рукі, разліку зямнога. Хваля не ловіцца ў рэкі, бо сонца цячэ. Хваля мацнее, і свет на вачах маладзее. Юны прачнуўся, і слёз не хавае стары. Сонца ўстае, і прыходзіць у горад надзея. Дзень надыходзіць, і страх пакідае твары. Двор упадае ў завулак, завулак у вуліцу. Вуліца скверам, праспектам і плошчам нясе вестку, што самае чэрствае сэрца расчуліцца, і немагчымую праўду павераць усе. Сонца прыходзіць да ўсіх, не пакрыўдзіць ніводнага, і ператворыцца кожны, каго не вазьмі, кволы, заплаканы раб у героя свабоднага. Людзі ў народ, а народ застанецца людзьмі. Памяць герояў святлом ахінаюць небёсы, сонечнай стужкай, гарачай сцежкай крыві. Скрадзены голас вяртаецца ў хор шматгалосы. Лето на беразе волі, бяры і плыві. 15 жніўня. Дякую.